В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте! На минувшей неделе общественность активно обсуждала новый закон о сборе грибов и ягод. Тема не для нашей программы, если бы на злобу дня не подоспели латыши со своим умным устройством по сбору березового сока. Технология этого традиционного занятия не менялась столетиями, однако разработчики из Латвии нашли решение главной проблемы – как узнать, что резервуар полон и его пора забирать. Все просто. Датчик определяет уровень жидкости и отсылает уведомления на телефон. Фактически это обычный мобильный модем с небольшим контроллером внутри, плюс датчик уровня воды любого типа. Для гаджета написали и отдельное мобильное приложение. Устройство пока существует в виде прототипа и на рынке не представлено. Его планируют усовершенствовать, а именно снабдить модулями GPS, позволяющими легко найти свою березу, а также клапаном, который закрывает отверстие, чтобы сок не выливался понапрасну. Зонд НАСА OSIRIS-REx, собравший образцы грунта с поверхности астероида Бенну, отправился в обратный полет к Земле. Как ожидается, капсула с материалом приземлится в Юте в сентябре 2023 года. Затем ее отправят в космический центр имени Джонсона в Техасе, где извлекут образцы грунта. Четверть космической земельки разошлют в лаборатории по всему миру для исследования. Остальное законсервируют для изучения будущими поколениями при помощи технологий, которые пока еще не изобретены. Ученые надеются, что собранные данные помогут лучше понять, как именно образовалась Солнечная система и планета Земля в частности. Первый шаг к падению треклятого биткоина сделала Tesla, директор которой Илон Маск в прошлом году и заварил кашу с поднятием цен на электронику, скупив криптовалюты на круглую сумму. Tesla перестанет принимать биткоины в оплату своих автомобилей. После такого заявления цена на цифровые монеты резко обрушилась. Илон Маск обрушил курс биткоина, хватило одного твита. Миллиардер объявил, что останавливает продажи автомобилей Tesla за эту криптовалюту. Причина – угроза для экологии. Человеку, далекому от вопроса, это утверждение может показаться странным. Как последовательность единицы нулей может нанести вред окружающей среде? Маск объяснил, что его компания обеспокоена быстро растущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, которое применяется для получения электричества, которое питает компьютерные фермы для майнинга. Бизнесмен считает, что криптовалюта ждет большое будущее, однако нельзя допустить, чтобы оно наступило за счет ущерба климату. В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоин, а начала принимать его к оплате месяцем позже. В мае Маск стимулировал рост Dogecoin, валюты, родившейся из интернет-мема с изображением собаки породы Сибаину. Бизнесмен рассказал, что SpaceX примет ее к оплате за запуск спутника в следующем году. Наша программа выходит по субботам, из-за чего в повестку не попали мероприятия, посвященные Дню Победы. А ведь ветеранов и жителей Земли поздравили члены экипажа Международной космической станции. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров отметили, что память о величии подвига солдат и тружеников тыла остается навсегда. К поздравлениям присоединился и американский астронавт НАСА Марк Вендехай. Он пожелал всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и радости. А уже на самой Земле, над Ржевским мемориалом, если быть точным, прошло шоу дронов. В небо поднялись тысячи квадрокоптеров. Они выстроились в воздухе и показали копию Ржевского мемориала, Голубя мира и другие фигуры. Жители Якутии через 2 года смогут получить электронные паспорта в виде пластиковых карт. Документ станет доступен в Москве с 1 декабря этого, а для жителей регионов, в том числе и Якутии, с середины 2023 года. Напомню, что новый паспорт будет выполнен в размере банковской карты. Помимо основных данных, он содержит электронный носитель с изображением лица, отпечатков пальцев и адрес регистрации. Примечательно, что вместо снятия копий нужно будет всего лишь поднести карту к терминалу. Сезонная тема для Якутии – ледоход. Немногие знают, но за его ходом можно следить онлайн. Технический центр телевидения и радиовещания, а также компания Ростелеком предоставили доступ к камерам видеонаблюдения на период прохождения весеннего половодья. Они установлены в районе Якутска, а также на набережной Ленска. В честь прошедшего Дня радио, а также дня рождения Мининновации, наш телеканал подготовил ролик о том, с чего все начиналось и кому мы обязаны быстрой передачей информации и доступу ко всемирной паутине. Начало якутского радиовещания принято считать с 1930 года, когда в эфире на якутском и русском языках прозвучали слова «Говорит Якутск». Однако этому предшествовало много событий. Строились радиоузлы и радиоточки, устанавливались приемные радиостанции в районах республики, доказывалась необходимость радиостроительства.
Мало кто знает, что первая радиостанция была построена в 1918 году в Среднеколымске. С этих пор многое изменилось, но радио, как и прежде, является одним из самых быстрых и массовых способов распространения информации. Исходя из требований современности, радио открывает новые возможности развития. Высокоскоростной интернет в Якутии дал мощный толчок развитию всех секторов экономики республики. В Якутии началась масштабная цифровизация, выстрелила отрасль IT. С 2012 года в регионе создана единая инновационная экосистема, в которую входят местные высокотехнологичные компании и образовательные учреждения. При Фонде развития инноваций Якутии работает программа ускоренного развития инновационных проектов «Акселератор Б8», включающая в себя финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержки. Фонд является единственным институтом на Дальнем Востоке, фокус которого направлен на ускоренное развитие проектов ранней стадии, имеющий высокий потенциал роста и масштабирования. В 2018 году был открыт первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий – IT-парк. Резидентам парка предоставляются сервисы на уровне национальных стандартов. Важной функцией IT-парка является интеграция разработок в национальную и международную инновационную среды. Со временем IT-компании начали появляться в районах республики для того, чтобы поддержать технологических предпринимателей и в целом интерес к IT-отрасли. В 10 районах Якутии появились IT-центры. Об успехах Якутии в IT-отрасли уже знает весь мир. Якутские компании, такие как Майтона, InDriver, Fantastic, вышли на мировой уровень и показали, чтобы достичь успеха, совершенно неважно, где ты находишься. Тройка якутских лидеров рынка IT-индустрии создает тысячи рабочих мест по всей республике и за ее пределами. Сегодня, благодаря проделанной работе, Якутия является лидером цифровизации, лидером по экспорту IT-продуктов на Дальнем Востоке. Дальнейшее развитие цифровизации и внедрение передовых высокотехнологичных решений сделает жизнь граждан республики более удобной и современной и в целом будет способствовать развитию экономики региона. Все это стало возможным только благодаря работе связистов. Ну а на этом все. Повтор программы ищите на YouTube-канале Якутия24, в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!